Якутский Прометей, так говорят о первом якутском композиторе Марке Николаевиче Жиркове. В эти дни в Москве проходит первый международный конкурс молодых пианистов, посвященный его имени. В рамках фестиваля состоялся вечер воспоминаний о творческом пути нашего знаменитого земляка. Подробности у наших коллег. Для Марины Силиной эта ария Туяр-Мыко из оперы Марка Жиркова «Нюргун-Ботур» особенная. К роли легендарной красавицы исполнительница готовилась долго, учила якутский язык, погружалась в культуру и историю народа Саха. Я очень люблю эту оперу. Это, понимаете, такая архаика и вместе с тем современность. Она никогда не перестанет быть новой. Не нужно думать, что если она была написана когда-то давно, в 20 веке, да, она перестала быть какой-то новаторской, какой-то современной. Она не потеряла своей уникальности. Вечер памяти Марка Жиркова был организован в стенах Московской государственной консерватории имени Чайковского. Здесь с 1933 по 1936 годы проходил обучение якутский композитор. Ему было уже 40 лет, но он четко понимал, для чего учится и какие знания ему необходимы. И даже предлагал руководству учебного заведения изменить программу истории музыки. Он считает, что она составлена неправильно из-за отрывочных каких-то статей, а ему нужны системные занятия такие нужны. И нужен учебник специальный. Мне вот это очень понравилось, потому что, видимо, в те годы еще не было сделано такого пособия, которое ему нужно. Вот в этом его виден такой очень профессиональный такой подход. Марк Жирков – это настоящий феномен якутской профессиональной музыки. Во многом он был новатором и первооткрывателем. Его заслуга – это появление первой детской музыкальной школы, драматического кружка, национального хора, оркестра якутских инструментов. Он еще был ученым, понимаете, он занимался фольклористикой, он был очень уважаемым людей, Родион Хасутов. И у него была написана монография о Якутском национальном оркестре. Когда якутяне впервые увидели, познакомились с историей создания, возникновения якутских музыкальных инструментов. Скажем, это якутский хамус, якутский шаманский бубен, якутская скрипка крымпа. Ведь до этого просто все играли, но ведь не знали, откуда это все происходит. И вот он все это очень красиво исследовал и разложил. В этом году в Московской консерватории проходит международный конкурс пианистов имени Марка Жиркова. Его произведения звучат в исполнении молодых музыкантов из самых разных стран. И это лучшее доказательство его бессмертия. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва.